Дилустан Прокопьев родился и вырос в Вилюйском районе. С детства любил вникать в различные узлы и механизмы, да и учиться пошел по зову сердца, на инженера. Из вуза вышел с красным дипломом, и казалось, что вот он, билет в будущее и любимая работа. Несмотря на все это, трудоустроиться по специальности было очень сложно. Везде, во всех компаниях требовали опыт работы. У меня такого не было. Благодаря у нас центра занятости я нашел здесь стажировку. Стажировку я проходил 3 месяца. После стажировки трудоустроился на полную ставку. Поэтому риск у меня полностью оправдался. На самом деле рисковать молодым специалистам особо не приходится. Главное, что нужно сделать – обратиться в центр занятости к специалистам. В этом году более 500 человек стажировку молодые граждане прошли в компаниях проекта. В основном это у нас работодатели железные дороги Якутии, Алмаза, Набара, также Золото Селегдара и Сахатранснефтегаз. Но это те крупные компании, которые ежегодно организовывают стажировку молодых специалистов. За счет бюджета также у нас предусмотрена материальная поддержка молодым специалистам. Мы им оплачиваем напрямую на их счета, кроме заработной платы, около 19 тысяч рублей. И наставникам, которые закрепляются за молодым специалистом, также идет доплата 9,5 тысяч рублей. На предприятиях работа со стажерами также налажена. Попадая в новую среду, молодые люди ощущают заботу и внимание, что немаловажно при адаптации. Процесс стажировки у нас тщательно организован. Каждый молодой специалист проходит весь процесс адаптации, начиная от ввода в компанию, прохождения ознакомительных экскурсий и до освоения практических навыков на рабочем месте. За каждым молодым специалистом у нас закреплен опытный обученный наставник на весь период стажировки. А также молодые специалисты у нас трудоустроены. Они проходят медицинский осмотр за счет компании, обеспечиваются спецодеждой и питанием, получают заработную плату на весь период стажировки. По данным Алданского центра занятости, в этом году прошли стажировку и остались работать в промышленных предприятиях 17 молодых специалистов с высшим и среднеспециальным образованием. По опыту работы данной программы показала, что 90% молодых специалистов остаются работать, закрепляются на предприятии, где проходили стажировку. Впрочем, не все остаются работать на том предприятии, где прошли стажировку. Полученный опыт позволяет таким специалистам без проблем трудоустроиться в другие компании через центры занятости населения. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан.